Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Смотрите в этом выпуске. Сегодня стартует второй день 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Глава Якутии Айсан Николаев побывал в селе Кюрелях горного района, где возник крупный лесной пожар. Ситуация в данный момент под контролем. Новая выставка молодой художницы Екатерины Суржаниновой открылась в Доме дружбы народов имени Кулаковского в столице. Накануне глава Якутии Айсан Николаев побывал в селе Кюрелях горного района, где возник крупный лесной пожар. Об обстановке главе региона доложил руководитель тушения лесных пожаров в горном районе Иннокентий Кычкин. Он сообщил, что проложена минерализованная полоса для защиты линий электропередачи населенного пункта. Огонь локализован, а ведется окарауливание кромки. На тушении пожара задействовано порядка 130 человек и 12 единиц техники. Глава Якутии поблагодарил всех работающих на тушении лесного пожара за самоотверженный труд и в день работников авиалесоохраны наградил особо отличившихся пожарных. Также глава региона побывал на пожаре, который находится в 15 километрах от села Кюрелях. Сегодня на этом участке на дежурстве стоят аэромобильная группа МЧС с 2 пожарными автомашинами, а также бригада мобилизованных граждан. Их задача не допустить перехода огня через республиканскую дорогу Асыма-Кабяй. Между тем, прогноз неутешительный. В июле в центральной и юго-западной частях республики ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах. В текущем году на борьбу с лесными пожарами из резервного фонда правительства России нашему региону дополнительно выделено порядка 400 миллионов рублей. Также на покупку лесопожарной техники с учетом переброски средств с 2023 и 2024 годов предусмотрено еще почти 214 миллионов рублей. Накануне состоялось открытие 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». В торжественной церемонии приняли участие спортсмены, участники игр прошлых лет, победители крупных российских и республиканских соревнований. Зажег огонь соревнований на стадионе якутский спортсмен, мастер спорта международного класса Александр Кантоев. Театрализованное представление открытия с участием порядка 1400 участников продлилось более 2 часов. Спортсменов и волонтеров в ходе открытия приветствовали глава Якутии Айсан Николаев, министр спорта России Олег Матыцын, а также президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Дорогие друзья, успех каждого спортсмена, успех каждой команды – это огромное достижение и района, и нашей республики. Мы свято чтим традиции наших предков, спортивные традиции нашего народа. И это значит, что у нас, у нашей республики есть большое светлое будущее. Я желаю успехов каждому спортсмену и каждой команде, и пусть победит сильнейший. Основатель современных Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен ставил перед собой задачу сделать через спорт мир лучше. И я уверен, что такая задача по плечу каждому из сидящих здесь сегодня на трибунах. Я уверен, что главные олимпийские ценности вы разделяете, как и все олимпийцы мира. Это уважение к сопернику, дружба и стремление к совершенству. Ну а сегодня стартует второй день игр Манчары. 21-я спартакиада по национальным видам спорта сегодня в своей программе покажет 6 видов. Это масс-рестлинг, легкая атлетика, национальные прыжки, стрельба из лука и национальное многоборье. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт». Запись же всех соревнований игр Манчары можно увидеть в мобильном приложении НВК «Саха». Скачать его можно в App Store и Google Play. Более подробно о соревнованиях игр Манчары. В стрельбе из традиционного лука медали и командное первенство разыграют сегодня. Третий и, возможно, решающий вид стрельбы – тин. Белка. Об этом сообщают в пресс-центре игр. По словам старшего судьи Прокопия Васильева, еще рано называть определенных лидеров и фаворитов, потому что в последний день все может измениться в противоположную сторону. В целом, по словам судьи, в соревнованиях принимают участие практически все сильнейшие традиционники Якутии. Так что борьба за медали обещает быть интересной. Ну а 9 июля состоится главный финал «Абсолютное первенство», где победителю спартакиады будут вручены ключи от автомобиля. Суперприз выставки
выставил генеральный директор группы компаний «Талакан» Василий Николаев. К другим темам. Новая стройка развернулась в Ленске. 2 многоэтажных жилых дома появятся в центре города, в квартале Рабочий. По нацпроекту «Жилье и комфортная среда». Как в целом реализуются федеральные проекты и какой адрес будет у будущих домов, узнавала Анна Кожевникова. 120 тысяч квадратных метров необходимо построить в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Ленске. Эта цифра весьма приблизительна, так как количество желающих получить компенсацию постоянно варьируется. На этот счет городские власти высказывают опасения, что через пару лет образуется новая армия ленчан, претендующих на получение жилья. Выбирая способ, второй, получения компенсации, они должны осознавать, что это влечет за собой определенные трудности, проблемы. И, скажем, они уже самостоятельно начинают решать свою жилищную проблему. Этапа 2021 года. У нас здесь порядка 370 квартир мы должны будем расселить в течение 2021-2022 года. По этапу 2020 года необходимо расселить 121 квартиру. Новоселы заедут в дома 54 и 56 по улице Якутской, возведенных основным застройщиком, закрытым акционерным обществом «Три семерки». Первый дом будет заселен осенью, второй – до конца 2021 года. Еще одна стройка развернулась все в том же квартале по адресу Рабочий 1 и 3, но здесь орудует тяжелой техникой другая строительная компания – Республиканское ипотечное агентство. И если внешне отличий между домами не будет, то технологии используются разные. Дом строится из панелей, которые, изготовлены якутским ДСК, домостроительным комбинатом. Панели, они усиленные, их мы уже практически все перевезли сюда с Якутска. То есть это технология практически та же самая, как и строит ЗАО «Три семерки». То есть с панели монтируется дом, но панели не утепленные, а методом вентилируемого фасада. Также 168-квартирный жилой дом строится в районе больницы Портовской, 26. Каждый год теперь будет увеличиваться количество расселяемой жилплощади. А следующие дома будут возводиться в этом 67-м квартале города. Вместо старых аварийных деревянных двухэтажек здесь появится 4 девятиэтажных высотки. 2 из них построит известная строительная компания «Ленска». 3 семерки, а 2 – Республиканское ипотечное агентство. Буквально в следующем году здесь развернется большая стройка, подобная соседней. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Новые туристические маршруты ищет агентство стратегических инициатив. Его эксперты запустили проект «Открой свою Россию», но он направлен на развитие внутреннего туризма. Организаторы планируют раскрутить уже действующие, но малоизвестные маршруты со всех регионов России. Как обычно, пристальное внимание направлено на Дальний Восток. В Якутии много интересных мест, которые тоже имеют шанс получить всероссийскую известность. Заявки от региональных туроператоров принимаются до 26 июля на сайте загоризонт.ми. На первом этапе 90 лучших команд получат возможность работать и развиваться с лучшими специалистами. А по итогам конкурса будет выбрано 30 новых туристических маршрутов. Изобразить белую тишину, передать с помощью красок тихий вечер – все это уровень мастерства якутских художников. В своих работах она обращается к теме Крайнего Севера. Одно из главных произведений экспозиции – картина «Пламенеющее сердце Севера». Новая выставка молодой художницы Екатерины Суржаниновой расположена в Доме дружбы народов имени Кулаковского, которую жители и гости столицы смогут посетить до 20 июля. Изображена Любовь Оконешникова. Это моя землячка из села Колымское, Нижнеколымского района. Обычно, когда я картины пишу, по ходу дела уже становится ясно, что добавить, что наоборот убрать и какой будет посыл. Уже это на каком-то интуитивном уровне выходит. Картина была написана в прошлом году, когда мы все были заперты в домах, и нам хотелось как-то выйти, выплеснуть свою энергию. И все эти проблемы Севера накопленные, они все вышли наружу. Дипломы торжественно вручили в медицинском институте в Якутске. Награждали не только выпускников, но и ординаторов. Всего мединститут в этом году закончили 215 специалистов, бакалавров и магистрантов. Из них 22 имеют красные дипломы. На награждении побывала Валерия Наумова.
Медицинский институт в этом году выпускает 22 специалиста, закончивших учебу с отличием. В списке лучших будущий врач Елена. Девушка с детства мечтала стать врачом, вдохновляясь своей мамой. Она врач-терапевт. И вот спустя 6 лет учебы Елена сделала большой шаг к исполнению своей мечты, получив красный диплом по специальности педиатрия. Правда, сейчас планирует поступить в ординатуру на хирургию. Время учебы вспоминает с улыбкой и теплыми чувствами. С 30 сентября по 6 февраля Елена каждый день работала в красной зоне. Опыт работы навевает приятные воспоминания, но не обошлось без тяжелых моментов. Да, было очень сложно. Первый день у меня было такое ощущение, будто я полетела в космос. Меня так одели, как будто космонавтку. И вот уже с 5-го месяца я почти чуть ли не плакала, когда каждый раз вот одевалась в СИС и поднималась. Я считала минуты, секунды до окончания своей смены. Вот такие трудности были, я не скрываю, но вот сейчас я это вспоминаю с улыбкой на лице тоже, потому что это все-таки большой опыт и зарождение чего-то нового. Я приобрела больше, чем потеряла, можно сказать. Помимо студентов, выпускной сегодня будут праздновать и ординаторы. Получил свой диплом об окончании ординатуры Ихтиёр Жон. Путь к этому документу был непростой, потому что первый курс ординатуры он закончил в городе Бишкек. Дальше по семейным обстоятельствам был вынужден переехать в Якутск и продолжить учебу в мединституте СВФУ. У Ихтиёр Жона большие планы на свою специальность. Хочет стать хирургом и уже готов работать в больнице. Интересно, что он в полной мере смог сравнить школы преподавания, в которых есть свои нюансы. Первый период после перевода было очень тяжело освоиться к новой, так скажем, школе. То есть как медицина, в принципе, у нее методы лечения практически одни, но у каждой больницы есть своя школа. И я пришел с базы одной школы в базу с другой школы, и мне вначале было очень тяжело, то есть переосвоиться, так скажем. Но спасибо здесь моим учителям, преподавателям, они к этому отнеслись с пониманием. С марта 2020 года 1228 студентов и ординаторов участвовали в борьбе против коронавирусной инфекции. В красных зонах из них работали 328 человек в качестве санитаров, медсестер и врачей. Все это показывает их профессиональную готовность. Я как директор горжусь своими студентами, ординаторами. И я считаю, что они внесут свою лепту в здравоохранение не только Якутии, но и России. Валерия Наумова, Батый Горохов, Якутия. К этому часу пока вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Ну а еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.